Приветствую вас, друзья! Мария Пантелич в эфире. Сегодня мы разберем такой уважаемый сербами глагол, как «иметь». Давайте посмотрим на его формы. Я имам, ты имаш, он има, ми имамо, ви имате, они имаю. Итак, в сербском «у меня нет» мы говорим через «немам». Я немам, ты немаш, он нема, ми немамо, ви немате, они немаю. Итак, поехали дальше. Значение. Когда русский говорит «у меня есть», серб говорит «я имею». Например, имам стан, у меня есть квартира, или, например, у меня есть жена, у него есть жена, има жену. Дальше. Мы говорим «у меня», серб говорит опять через «иметь». Например, имам густу косу, у меня густые волосы. Или какая-то ситуация, когда вы рассказываете, как вы выглядели, имао сам, если вы мужчина, капу на голове. У меня была шапка на голове, то есть, да, вы, серб говорит через иметь. Когда кого-то описываете, имао я плаву голубую куртку, имао я плаву якну. И еще два примера, которые по смыслу немного отличаются от предыдущих, но тоже входят в наш второй пункт, потому что в русском мы говорим в этих ситуациях «у меня». Имам задаток, у меня есть задание, или имам састанак, састанак. Третье значение – возраст. Мы говорим «мне 20 лет» или «мне 30 лет». Сербы говорят «имам 20 година» или «имам 33 godine». Четвертое значение в сексуальном смысле «иметь». Например, вот строчка песни группы Ван Гог. «Неко те има ночас». Хорошая песня, найдите на ютубе. Итак, у глагола «имати» еще есть значение, но пока нам этого достаточно. Привыкаем, принимаем. Имасе, можесе. Эту фразу использует человек, который, например, купил что-то очень дорогое. Но понятие «дорого» — это всегда относительно, да, и субъективно. Ну, в общем, купил для себя что-то дорогое, например, кроссовки, которые стоят 2 зарплаты, или телефон в кредит. И тогда его друзья удивляются: «Вау, ты посмотри», а он им отвечает «имасе, можесе», что если есть возможность, почему бы и нет, да? То есть у меня есть, поэтому я купил. Ну, такое хвастовство чуть-чуть. Еще полезная фраза с глаголом «имати», «имам при руци», иметь под рукой. И еще он има право, он прав. Друзья, если вам было полезно, я жду от вас сердечко. Если вам нужен сербский, приходите на курс «Трамплин». Там мы изучаем базу сербского языка, все, что нужно человеку русскоязычному, который переезжает жить в новую для него страну, в Сербию или Черногорию. Все схемы, какие окончания глаголов, какие окончания у существительных, прилагательных, га, му, се, куда ставить, почему, какая логика, как запомнить. Узнаем, закрепляем, применяем, адаптируем под вашу ситуацию, и все под моим чутким руководством. Друзья, я вас жду, работаем, поехали!